Здравствуйте, меня зовут Влад, я пчеловод Джейльского района. Пасека у меня находится в Джейльском районе. И на сегодняшний день я считаю, что любая страна советского времени коснулась когда-то с этим, и европейские страны коснулись с наличием антибиотиков в меде. Не все пчеловоды его используют, многие не знают, как его использовать. Многие не используют инструкцию дозировки. Это считается проблемой в Кыргызстане, так как мы страна маленькая и нам нужно производить больше меда. Нашим кыргызстанским медом интересуется больше. И есть проблема действительно, это антибиотик в меде. Когда пчеловод по прошествию сезона накачал мед, и у него при анализе обнаруживают антибиотик. Какие способы, почему он туда вообще попадает? Я занимаюсь 10 лет и считаю, что в принципе антибиотик, он в очень крайних мерах нужен. И если он добавляется, то строго соблюдается в граммах в добавлении в сироп. Проблему антибиотиков можно решить. Решить это создать определенную микрофлору в улье. В любом улье есть определенная микрофлора. Если вы ее нарушаете, то у вас семья, получается, запускается и прогрессирует болезнь. И многие пчеловоды считают, что первое, это нужно добавить антибиотик в мед, тогда семья излечится. Это очень заблужденное мнение. Сейчас, чтобы у вас семья не болела, нужно пчеловодам создать определенную микрофлору, не давать вирусам благоприятных условий для развития. Тогда вы никогда не будете применять антибиотик. На любой пчеловодческой пасеке должны быть соблюдаться санитарные нормы. Это обязательно с весны поставить поилку, где они будут прилетать, брать воду, и чистую воду, и нести ее в улей и кормить, соответственно, расплод. Еще очень самое главное, важное, это на всей пасеке не играть количеством ульев, например, не 100 держать пчел и разной силы. Лучше держать 50-60, и они будут одинаковой силы. Это говорится в любых учебниках, чтобы они были одинаковой силы. Тогда будет семья более здоровая, и у вас и меда будет больше. Самое первое, главное, важное в пчеловодстве – это знания, которые приобретены с учетом опыта многолетнего. Первый успех в пчеловодстве, что в здоровье пчел, что в содержании пчел и так далее, это все такая большая цепочка. Это содержать сильных пчел и наблюдательность. Как антибиотик может попасть в мед? Есть очень маленькие такие проходы. Например, если пчеловод осенью закармливал пчелы и добавил немного туда антибиотик, то зимой пчела, не съевшая этот мед и не скормивший ее мед личинкам, то он может попасть в мед. Перед вами две пчелиных суши, соторамки. Причина попадания в антибиотик — это старые рамки. Старые рамки, черные рамки, где, возможно, когда-то вы добавили антибиотик. Воск — это пчелиная печень, где она в себе может хранить антибиотик. Поэтому с каждым годом нужно как можно больше обновлять сушь. Плюс еще, например, бывают пчеловоды, которые любители занялись своей пасекой, и она у них не перезимовала, но они закармливали ее с осени с применением антибиотика. Они ее бросили, ваши пчелы полетели на другую пасеку в улей, съели мед,
принесли в свой улей, но они уже принесли с антибиотиком. Это тоже очень важно. Весной пчеловод покупает пчелопакет из пчеловодческих рамок суши, где в воске и в частичном остатке меда после закормки осенью пчел может содержаться антибиотик. Потому что пчеловод купил от неизвестного человека пчелопакет, и он не знает, он использовал антибиотик или нет. Это является причиной обнаружения в анализах антибиотика пчелопакета. Каждый год пчеловоду нужно обязательно заменять суши вот такой вощиной, отстраивать на как можно больше рамок с вощиной. Антибиотик тоже через воск может попасть. Нужно брать у проверенных людей, кто делает вощину. Проверенных людей годами. Существует сейчас аналог антибиотикам, это лекарство на природной основе, это хвоя, это как КАС-81 есть, это хвоя, чеснок, полынь и чабрец. Одна ложка меда может испортить большую партию меда, попасть антибиотик туда. Как вы, если в медогонке качаете семью, где использовался в этой семье антибиотик, то потом качаете в этой же медогонке семьи совершенно здоровые, то мед может в одной и той же посуде смешаться и попасть в мед. Обязательно нужно это предостеречь, мед, от попадания антибиотиков.